давних времен башкирский народ разделялся на ряд родовых общин. Подобно шотландским кланам, они были автономны, что, однако, не мешало им в критические моменты истории объединяться для решения общенациональных вопросов, избрания ханов или отражения внешней угрозы. Революция уничтожила древний уклад башкир, но память о нем продолжала жить в сознании народа. Поэтому, когда пала идея класса, на смену ей вновь пришла идея рода. Одним из крупнейших и древнейших башкирских родовых объединений является Гайна. По собственным преданиям башкир-гайнинцев, они являются первыми башкирами. Ныне многочисленный род Гайна населяет в основном Бардамский район Пермского края, представляющий собой башкирский анклав на территории соседнего с Башкортостаном субъекта Российской Федерации. В представляемой вашему вниманию программе мы расскажем об истории и сегодняшнем дне башкир рода Гайна. Бардымский район не соприкасается с территорией Республики Башкортостан. Однако в прошлом вся южная часть Пермского края являлась территорией башкирского рода Гайна. Наркис Чупин в своем географическом статистическом словаре Пермской губернии от 1873 года пишет: «Гайна, или Гайнинская бывшая башкирская волость, составляла одну из многих властей, на которые издревле делился по родам своим народ башкирский. Земли этой волости занимали значительную часть нынешнего Осинского уезда, преимущественно по реке Тулве и ее притокам, вероятно, также часть Бирского уезда. Это были их вотчинные земли, которые в результате прямых конфискаций и неравноправных сделок на протяжении последних 400 лет часть за частью переходили в собственность заводчиков и казны. Превратившись в анклав, Гайнинская волость утратила связи культурные, экономические и политические с основным ядром родного этноса. Гайнинцы, как правило, уезжали учиться и работать в татарскую АССР, обратно к ним хлынул поток учителей. А в результате население Бардымского района перешло на татарский язык. Однако историческая память о своем происхождении у них сохранилась до сегодняшних дней. 5 yıl boyunda Kazan pedagojisini bitirib, bunda Shollaga направление bo'yicha kelib, biz akrin kvartiralar olib, bunda ishlay boshlagandan so'ng belgili KAMAZ tuzilib bordi. KAMAZ qirda zo'r buna shahar ishlanib, tuzilib, bunda bizning Barda rayonidan turli yurtdoshlarimiz kela boshladi. Mening hisob bo'yicha eng ko'p bizning bunda g'aynalarning soni Sholla shaharida 80-yillar ozag'ida oila sonlari bilan, bolalari bilan, xotinlari bilan balki 10 minglab bo'lmadimi ekan deb o'ylayman. Chunki bunda kamoasha bizning g'aynayoqlarga o'rin beko'ngayli, so'ngan temir yo'lni salg'as yoshlar bardayoqlaridan bunda ish izlab. Эта встреча с Рафаэлем Адутовым, представителем одной из самых знаменитых фамилий гайнинских башкир, а также известным общественным деятелем и краеведом, состоялась в начале 2012 года. Наш визави в это время занимался подготовкой научно-практической конференции «История рода. История Отечества», которую планировалось провести в июле в райцентре Барда, Бардымского района Пермского края. А пока мы присутствовали на заседании оргкомитета, готовящегося мероприятия, которое проходило в родовом гнезде рода Адутовых и других гайнинских фамилий в селе Елпачиха или Удик, говоря языком местного населения. Шуның аша без кіре башлыйбыз бүтін гайнага, бүтін башкорт халкына и тарихи Башкортстанның реальный bir өлешенә әйләнеп барабыз. Birden, ikinciden burunғы Башкортстанда bizning babalarning isimlari yaxshi gana tanalgan deb biz anlaymiz. Çünkü arxiv dokumentlari var birden. İkinciden bizde kalgan ne demese istelikler, yana publikatsiyalar çığa başladı. Kazan'da, Ufa'da, Begrek'te, Perim'de.
И хәзер бу безнең конференциянең төп максаты булган бу тарихи вакыйгаларны бүгенге көнгә конкретный кешеләргә алып килеп терәтергә. В географическом статистическом словаре Пермской губернии Наркиза Чупина значится: Елпачиха – весьма большая башкирская деревня в Осинском уезде в 24 верстах к югу от города, по левую сторону реки Тулвы. По сведениям 1869 года, дворов 265, жителей 1417, в том числе 764 мужского и 671 женского пола. 2 мечети, магометанская школа. Деревня Елпачиха иначе называется Удик, вероятно, по-башкирски. В Елпачихе бывают весьма значительные хлебные базары, на которые свозится из окрестных селений и даже из Уфимской губернии много ржи. Ныне численность населения села несколько меньше, около 1500 человек, но все равно Елпачиха и поныне является одним из крупнейших башкирских селений Пермского края. По собственным преданиям башкир-ганинцев, в прошлом они жили южнее, на территории западной части исторического Башкортостана, вблизи границы Волжской Болгарии, там, где некогда существовал центр так называемой Великой Венгрии. Род Гайна вместе с такими башкирскими родами, как Юрматы, Юрми, Еней, составляли основу древнебашкирского этноса. Не случайно исследования показывают, что среди гайнинцев наблюдается высокая концентрация гаплогруппы R1b, основного маркера генофонда башкирского народа. Мин тәкъдим итәм Удикның урамнарына не димәсә халыкка бу теге имзалар җыештыра кирәк булыр, яңадан администрациягә мөрәҗәгать итеп Удик исемнәренә не димәсә тарихи исемнәр. Бәлки аның 3 исеме иң теге мөһим безгә. Берсе кантонная, берсе гайнинская, берсе башкирская. В историко-географическом описании Пермской губернии 1800 года о пермских башкирах сказано: они сами себя называют башкурт и производят свой род от нагайских татар поколения Тарханова, почему предками их управляли нагайские ханы. Как можно заключить из приведенного предания, башкиры рода Гайна, как и большинство других башкирских родов, входили в состав Нагайской орды. Однако происхождение от нагайцев является всего лишь народным, обывательским осмыслением прошлого. Нагайская орда – политическое объединение, созданное эмиром Едигеем из монгольского племени Мангыт. По своему родоплеменному составу нагайцы наиболее близки к казахам. Рода Гайна, представляющего собой эксклюзивное башкирское явление, в их составе нет. Без тарихтан беләбез, башкорт кабиләләренең булган агачы, булган томгасы, булган раны, булган нәселе. Ул бу бөтен символлар безгә билгеле. Безнең томга Хәмзә. Родовой знак башкир-гайнинцев напоминал латинскую букву Y и носил название одного из знаков арабского алфавита Хамза. Иң кызыгы шу. Удикның фотографиясын 400-500 метр бейеклектән төшергәндә, бу Хәмзә күрсәтелгән Удик урынында. Демәк, эта символика была использована при закладке основных улиц Елпачихи. В исторической записке о местности прежней Уфимской провинции, где был центр Древней Башкирии, опубликованной в 1867 году, говорится, что условия русского подданства закреплены грамотой царя Иоанна Грозного 1557 года, данной владетельному колену уфимских башкирцев в Гайнинской волости Осинской дороги. Грамоту 1557 года со всеми вотчинными правами этого владетельного колена башкир на уральские земли подтвердил и царь Федор Иоаннович.
Как рассказывается в документе, в середине XVIII века некто Глебов, получив согласие владетельного рода Башкир-Ганинской волости на строительство на их земле медиплавильного завода, сумел добиться от императрицы Елизаветы Петровны закрепления за собой значительной части их вотчинных земель. Это только один из примеров того, как, пользуясь своей близостью ко двору, различные вельможи и купцы бессовестно расхищали общественную собственность башкирского народа. Расхищение вотчинных земель стало главной причиной многочисленных башкирских восстаний. В июле 1662 года башкиры взяли штурмом город Кунгур, тогдашнюю столицу Пермского края. В ходе восстания 1735-1740 годов башкиры-гайнинцы вновь разоряют Прикамье, жгут заводы, осаждают крепость Оса, разбивают правительственные войска. Но особенно массовым было участие башкир-гайнинцев в Пугачевщине. В ходе восстания из их среды выдвинулось несколько полковников и атаманов. Одним из них был Адигут Темясов. Адигут Темясов – башкир Гайнинской волости из деревни Елпачиха, мулла и пугачевский полковник, сподвижник Салавата Юлаева, родоначальник фамилии Адутовых. Я написал комментарии к родословному древу Адутовых гайнинских башкир в течение длительного исторического времени, проживающих на территории Бардымского и многих районов Северного Башкортостана. Сегодня мы, в том числе и я, как председатель оргкомитета Гайна, провели вторую межрегиональную научно-практическую конференцию, в работе которой приняли участие многие представители нашего рода. Научно-практическая конференция «История рода. История Отечества», а по сути дела съезд известных фамилий гайнинских башкир, состоялась 14 июля 2012 года. Ее лейтмотивом были проблемы изучения родного края и сохранения национальной идентичности. Я не знаю, не еще дұрыс направление алып бармайды. Шуның үшін біз Пермь крайында зор нәрселер алып барабыз, бұнда шәжірә берімдерін керабыз. В самом деле, род Гайна представляет собой исключительно башкирское явление. Именно поэтому понятия гайнинец и башкир тождественны. Если, к примеру, племя Кыпчак имеется в составе казахов, нагайцев, крымских татар, каракалпаков, то этноним Гайна фиксируется только в составе родовой номенклатуры башкирского народа. Однако некоторые историки и филологи Татарстана, объявляя башкир Бардымского района несуществующими гайнинскими татарами, идут на откровенную фальсификацию истории. Нам работать гораздо легче, чем нашим татарским коллегам. Вот не дадут собрать сидящие здесь наши коллеги. Почему? Потому что очень богатые архивные материалы. И именно по этой, в том числе и по Бардымскому, по Пермскому краю. Очень некрасиво, когда некоторые наши старшие поколения коллеги, наши татарстанские, те же самые документы мы проверяем. Я руководитель центра ШЖВ, Академии наук. И часто сталкивались с такими случаями, мои сотрудники. Да, берем аутентичный текст, тексты, которые в том числе у Ахмедянова, читаем их. В оригинале читаем и смотрим то, что в его книгах. В оригинале написано «гайнинцы», «башкиры», «гайнинцы». В его книгах написано «татары», «татары-гайнинцы». То есть это очень легко проверить, посмотреть, это любой школьник может это перепроверить. То есть это очень просто и очень легко. Цель фальсификации известна. Способствовать смене этнической идентичности у гайнинцев с башкирской на татарскую. Но для чего? В последние 20 лет башкирское население Бардымского района подверглось массированной идеологической обработке со стороны ряда общественных организаций, средств массовой информации и отдельных деятелей официальной науки соседнего Татарстана. В итоге у значительной части башкир Пермского края изменились представления о собственной национальной принадлежности. Возникает вопрос, кому и зачем нужны эти меры по переформатированию их самосознания. Село Федорково, или Федорки, Бардымского района Пермского края. По ревизии 1834 года здесь проживало 320 башкир обоего пола. Мен документлар белән танышканым юк.
То, что газеталарда һәм печатьта информация бар, шуның белән генә, ну как кулланам. Татарстан галимнәре бер төрле аңлаталар, каян килеп чыккан менә гайнә татарлары, башкорт галимнәре бераз гына икенче төрле. В средствах массовой информации Татарстана довольно откровенно рассказывается о смысле и конечных целях идеологического воздействия на башкирское население северо-западной части исторического Башкортостана. Сотрудник Института истории Академии наук Татарстана Дамир Исхаков в интервью одному казанскому изданию говорит: «Сделав с начала 20-х годов большой крюк в социалистическое развитие, татарское общество во многом пришло к тому же, с чего начинало. Вот сейчас мы опять говорим, что республика для татар тесна, что нам весь Волго-Уральский регион нужен. Как видим, проект «Идель-Урал», потерпевший сокрушительное фиаско в 1918 году, вновь вынесен на повестку идеологами татарского национализма. Как будто это самое, что ни на есть, насущная проблема татарского народа. Ее решение они видят в промывании мозгов, в частности, башкир Бардымского района. Телеканал ТНВ в одном из своих сюжетов подводил итоги этой, с позволения сказать, работы. Если проехать от Казани 700 километров на северо-восток, попадете в Бардымский район Пермского края. А район этот уникален, во-первых, тем, что 90% его жителей – это татары и башкиры. Бардымский район расположен на юге Пермского края, неподалеку от Удмуртии и Башкортостана. Население 28 с лишним тысяч человек. 93% татар и башкир. Кого же больше? Согласно переписи 1989 года, башкир здесь было аж 95%. Однако ситуация заметно меняется из года в год. По переписи 2002 башкир уже 65%, татар 35%. Официальных данных последней переписи еще нет, но в районе уже уверены, соотношение теперь как минимум равное. Однако, вопреки этому предположению, существенных изменений в структуре населения района не произошло. Мен, например, bir семьяда минем әтием башкорт, әнием башкирка, туган инекәем башкорт, ә мин татарин. Ават шулай. Мин туган вакытта Пермь шәһәрендә туганым. Пермь шәһәрендә башкорт дип берсендә язмаганнар, татарин дип язып куйганнар. Туын и сразу авылга кайтканым. Әнекәй bir туганныкәй. Туган авылда башкорт, әни башкорт, әти башкорт. Армияда хезмәт иткәндә тоже личное дело на Карейда, замполит батальона Айтая Саянов. Я, говорит, понимаю, у тебя и фамилия, говорит, русская. Мать, говорит, башкирка, отец, говорит, башкир, брат, говорит, башкир. А как ты, говорит, татарин-то оказался? Мен сұрауға ул вақытта жауап бере білмеймін. Ол ведь фақат зависело от отдела ЗАГСов о гражданском состоянии. Дұрысыңын айтканда. Манипуляция сознанием башкир-гайнинцев продолжается на протяжении последних 20 лет. Именно поэтому и была организована научно-практическая конференция «История рода. История Отечества», чтобы прекратить эту вредную и бессмысленную кампанию, не только вносящую смятение в умы населения Бардымского района, но и обостряющую межнациональные отношения. Доктор Ахмедзянов занимается именно татарскими родословными, как он пишет, а потом оказалось, что эта идея намного шире, и то, что он публикует как татарские родословные Пермского края, оказывается не что иное, как родословная Дуда. Речь идет о докторе филологии Марселе Ахмедзянове, который многие годы практикуется в публикации башкирских шежере, выдавая их за татарские родословные. История башкир-ганинцев насчитывает как минимум 1000 лет. Целые 1000 лет богатейшей истории, известной нам по различным письменным источникам. А неписанная часть их истории, подобно айсбергу, скрывающему 0,9 своего объема, под водой погружена в пучину времени. О прошедших тысячелетиях говорят лишь данные генетиков, говорящие о кровной связи гайнинцев и других башкирских родов с палеолитическим населением Южного Урала. Присваивая себе чужую историю, Ахмедзянов и же с ним признаются в отсутствии собственной. Тем самым они грешат дважды.
во-первых, вносит смятение в умы башкирского населения, а во-вторых, вводит в заблуждение собственный народ, навязывая ему лженаучные мифы, избавляться от которых будет довольно сложно и болезненно. Взять хотя бы миф о соответствии казанских татар татаро-монголам Золотой Орды, который не имеет ни исторических, ни этнографических оснований. К сожалению, в этот заведомо тупиковый исторический дискурс втянута и часть северо-западных башкир, в том числе гайнинцы. Я исследую историю мулинских татар, но, к слову, это выражение историков, которые привели нас к тому, что мы как бы два села, Култаева и Каянова, все башкирские села. Но почему-то обозвали нас татарскими, мулинскими татарами. Поэтому я сейчас практикую в своих изданиях, статьях, что мы все-таки башкиры, но татароязычные. Как сообщает историк XVIII века Петр Рычков, Гайнинская волость делилась на две тюбы или отдела – Мул-Гайнинскую и Тул-Гайнинскую. Последняя располагалась на территории современного Бардымского района Пермского края. А Мул-Гайнинская тюба, включавшая в себя два крупных села Кояново и Култаево, находилась близ города Перми. Обе тюбы Гайнинской волости носят название рек, в бассейне которых расположены. Тул-Гайнинская тюба находилась на реке Тул или Тулва, Мул-Гайнинская на реке Мул или Мулянка. Наркис Чупин в своем географическом статистическом словаре Пермской губернии пишет: Култаево-Башкирская большая деревня в 28 верстах от Перми на той же реке Нижней Мулянке. Жители-башкирцы давно уже отатарившиеся, как и башкирцы деревни Кояновой. По сведениям 1869 года их было тогда 910 человек, домов 149, одна мечеть. Кояново – весьма большая башкирская деревня и почтовая станция Большого Сибирского тракта, в 25 верстах к юго-востоку от Перми, при речке Верхней Мулянке. Жителей, по сведениям 1869 года, 1409 человек, домов 247, две мечети. Менә шунысы куанычлы, мин үземне башкорт дип исәплим. Чөнки перепись населения вакытында, халык саналу вакытында, анда сорыйлар графасы бар. Сезнең национальность буенча сез кем? Мин үзем горурланып әйтәм инде, мин башкорт дип. Һәм башка вакытта да әйтәләр инде, татармы, башкортмы? Ә мин үземне башкорт дип әйтәм инде. Чөнки историяны караган вакытта, тарихны караган вакытта һәм көн күрешләрне караган вакытта без күбрәгем шушы башкорт халкына карыйбыз дип исәплим инде. Булай тел буенча безнең үзебезнең җирле тел, башкорт телен тулысынча белмәсәк тә, татар телен шуңа беләбез инде. Мәктәпләрдә безнең татар китапларыннан, Татарстан чыккан китаплардан укыталар. Историческая память любого народа является частью его коллективного подсознательного, проявляясь в стереотипах поведения, в формировании ценностной шкалы. От нее, как от собственных генов, никуда не уйти и не скрыться. Так почему в чьи-то головы приходят идеи, что можно искусственно конструировать новые общности, которые часто превращаются в этнические химеры? Мин саныйм, Барда районы все же башкорт халкы. Башкорт халкы. Аны юкка гына язмаслар, башкорт дип. По-моему, даже и по переписи населения башкортлар татарларга караганда күбрәк. По итогам конференции краевед один из лидеров гайнинских башкир, Рафаэль Адутов, был избран председателем общественной организации «Гайна», что стало признанием его заслуг по пропаганде и сохранению исторического наследия родного края. Отрицание исторической преемственности, писал философ Николай Бердяев, есть отрицание преемственности индивидуального «я». Иными словами, отрицать преемственность в цепочке рода – это все равно, что отрицать связь между мной сегодняшним и мной вчерашним, как будто это два разных человека. А это не так. Словом, преемственность, как главный признак рода, есть начало необходимое. Башкиры-ганинцы это прекрасно понимают. Слово «народ» происходит от слова «род»,
значит без рода нет и народа.